Вы смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Главные темы этого утра. Дороги, которые мы выбираем. Айсен Николаев на заседании Госсовета по транспорту поднял вопросы круглогодичной доступности движения по автомобильным дорогам. Доступно, но не для всех. С 20 октября в Якутии вход во все учреждения культуры осуществляется только при предъявлении QR-кодов. Амбиции международного масштаба. Якутские стартаперы стали резидентами Московской школы управления Сколково. Глава Якутии Айсен Николаев выступил на заседании Президиума Госсовета по направлению транспорт, которое прошло под председательством президента России Владимира Путина. Тема заседания – разработка новой транспортной стратегии России до 2030 года. Айсен Николаев напомнил, что все три федеральные автодороги Якутии – Лена, Колыма и Вилюй – не могут функционировать 5 месяцев из-за отсутствия мостовых переходов через Лену, Вилюй и Алдан. В связи с этим важно, чтобы стратегия ставила целью обеспечения транспортной связности страны, и важно обеспечить ее прежде всего на федеральных автодорогах. Вторая тема, которой коснулся Айсен Николаев – развитие малой авиации. По мнению главы Якутии, малая авиация особенно важна для доступности приполярных территорий. В связи с этим необходимо наращивать парк малой авиации, в частности самолетов Ан-2 и Ан-24. Стратегия, посвященная развитию транспорта в нашей стране, она сделана по-новому, она сделана исходя именно из потребностей людей. И, конечно же, появились очень много новых таких факторов, таких как, например, единая опорная транспортная система страны, подходы к развитию Северного морского пути, аэропортовой инфраструктуры. И везде, в принципе, понятно, что эти изменения будут касаться в том числе и территории нашей республики. К сожалению, у нас есть и проблемы по авиакомпании Якутии. О них Денис Валентинович абсолютно справедливо сказал. Уверен, что новое руководство авиакомпании Якутия, которое будет назначено в ближайшее время, сможет решить и те задачи, которые были озвучены и министром промышленности и торговли страны, ну и в целом вывести авиакомпанию Якутия из того кризиса, в который она попала в течение последних 10 лет. В 12 северных районах Якутии численность населения сократилась почти на 6%. Предварительные данные об этом получены в ходе всероссийской переписи населения в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Якутии, где перепись полностью завершена. В остальных районах республики основной этап всероссийской переписи проходит в эти дни и завершится 14 ноября. Принять в ней участие и предоставить данные о себе можно лично, ответив на вопросы переписчика, или посетив стационарный участок, в том числе МФЦ, либо электронно на портале госуслуг. Предварительные итоги переписи подведут в апреле 2022 года, а окончательные итоги Росстат опубликует в 4-м квартале следующего года. Президент России Владимир Путин пока не принял решение по предложению ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Отметим, что премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал данное предложение Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней. С сегодняшнего дня вход во все учреждения культуры Якутии осуществляется только при предъявлении QR-кодов. Об этом сообщил министр культуры и духовного развития региона Юрий Куприянов. Согласно указу главы республики, с 20 октября объекты культуры смогут посетить только переболевшие и вакцинированные граждане. Помимо QR-кодов, обязательные предъявление документа, удостоверяющее личность, паспорт или же водительское удостоверение. Это коснется не только государственных учреждений, это коснется и муниципальных учреждений, которые мы должны координировать эту работу. Главы муниципальных образований, которые являются учредителями всех наших учреждений культуры в районах, улусах нашей республики, тоже должны соответствующие решения принять для того, чтобы эти коды были защитой нашего здоровья во всех учреждениях сферы культуры. Инструкции сделаны, это на самом деле зайти на сайт госуслуги, разъяснение у нас сетевое, информирование все идет, проверяется через телефон, через телефоном можно взять распечатанную справку, но при этом необходимо, конечно, иметь наличие удостоверения личности, водительские права или паспорт для того, чтобы поверить, что Иванов Иван и это его QR-код.
Некоторые тем временем совершенно не задумываются о возможных проведениях культурно-массовых мероприятий. Есть и другие заботы. В Ленске число заболевших коронавирусом растет, ситуация с каждым днем ухудшается. Переполнено инфекционное отделение, детское отделение. Причем дети стали болеть чаще, и болезнь у них протекает гораздо сложнее. Светлана Балеева отправилась в рейд по соблюдению масочного режима. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Ленске не улучшается. Темпы вакцинации упали. Жители перестали носить маски. В связи с этим на оперштабе было принято решение о проведении профилактических рейдов по соблюдению масочного режима. Так, вчера сотрудники полиции побывали в крупных торговых центрах города и на центральной почте. В первую очередь они провели профилактическую работу, разнеся гражданам о необходимости ношения масок в общественных местах. К сожалению, большая часть ленчан оказалась на момент съемок без масок. Кто-то объяснял это тем, что он является вакцинированным, кто-то тем, что переболел, а кто-то и вовсе не знал, что ношение маски обязательно. Женщина, можно? Патрульная постовая служба, старшина Еремеев. Указ главы Республики Саха-Якутия 27 апреля 2020 года, знаете? Нет, не знаю. С указом главы о соблюдении масочного режима оказались знакомы не все. Тем самым несознательным ленчанам были выписаны протоколы об административном нарушении, а также дано устное предупреждение, после которого следует штраф. Рейды сотрудниками полиции будут продолжаться и дальше, еженедельно. И к нарушителям в следующий раз будут приняты более жесткие меры. Рейдовые мероприятия будут продолжены? Да, конечно, будут направлены больше на более ужесточение по этому проблему, потому что проблема это никак не решается, люди также заболевают. Нужно с этим бороться все вместе. Много ходит людей, много кому делали, как будто не знают, у кого нет интернета, кто не ознакомлен с этим, поэтому показывали, прочитывали, ознакомливали людей, но предупреждали на будущее. Штраф в дальнейшем идет от 5000 рублей. Нельзя не сказать, что ни в торговых центрах, ни на почте, где проходит большой поток населения, не оказалось продажи масок и не были предоставлены антисептические средства. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. 800 миллионов рублей из 3 бюджетов в ближайшие 2 года получит местная медицина. Средства пойдут на ремонт больниц и приобретение оборудования. Дополнительно власти рассматривают возможность финансирования на привлечение медиков с других регионов. Об этом говорили на встрече удачнинцев с лидером проекта «Народный актив». Подробнее о встрече в сюжете наших коллег. С медициной в Удачном непросто. Одни, чтобы попасть к врачу, выстраивают очередь. Другие вовсе не могут попасть. Нет нужного специалиста. Так что порой за консультацией горожанам приходится ехать в Мирный за 600 километров. Или ждать отпуск и ехать на обследование в другие регионы. Горожане неоднократно жаловались на встречах с главами района и республики. Выяснилось, Удачнинская больница укомплектована врачами чуть более чем на 60%. Младшим медицинским персоналом почти на 70%. Но одно дело оборудование, машины, другое дело, конечно, это руки, это врачи, золотые руки. Вот здесь понимаем, что будет сложнее. И самое главное, конечно, обеспечить все это оборудование высококвалифицированным персоналом. Чтобы это сделать, персонал нужно привлечь жильем и достойной зарплаты. В августе коллектив Удачнинской больницы пополнился новыми кадрами из Кыргызстана, Республики Тыва, Алтая. Отделение, принцип работы и у нас и учеба почти что схожи Российской Федерации. То есть по заболеваниям, по лечению, тактика, в принципе, во многом сходны. Есть нюансы, то есть каждое учреждение своя отработанная тактика есть, то есть и клинические руководства. И вот этого момента я уже освоил. Народный актив продолжит привлекать врачей из других регионов. Впрочем, это не единственное, что намерен изменить проект. Важно построить взлетно-посадочную полосу, капитально отремонтировать дорогу до подземного рудника имени Федора Андреева. Просим вас оказать содействие в рассмотрении вопроса капитального ремонта части этой региональной дороги, которая проходит от АЗС «Саханефтегазбыт» до рудника «Удачный». Этот вопрос был поставлен народным активом и является очень важным для жителей нашего города. Обратились в Народный актив и руководители 19-й школы. На прилегающем стадионе нет нужного покрытия. Оно позволяет уберечь детей от травм. Решение некоторых вопросов в процессе. Для реализации других потребуется время. Что-то будет нам
выделяться из бюджета республики на реализацию этих программ, что-то будет выделяться из бюджета акционерной компании. Основное направление, конечно, будет финансировать бюджет администрации Мирнинского района и совместными усилиями с бюджетами поселений. Подписание соглашения между лидером проекта «Народный актив» и главой «Удачного» – новый виток в социально-экономическом развитии города, района и республики. Олеся Васева, Ирина Балкова, Денис Сиротин. Телеканал «Алмазный край». В республике стартовал проект, помогающий людям с ментальными расстройствами для адаптации к самостоятельной жизни. В рамках проекта в Якутске начало свою работу отделение социального сопровождения. Люди, ранее проживавшие в стационарных специализированных учреждениях, сейчас адаптируются к новым условиям. В этом им помогают 16 специалистов отделения социального обслуживания. Под их присмотром участники проекта учатся социально-бытовым навыкам, пользоваться общественным транспортом и финансовой грамотности. В отделении сопровождения созданы все условия для комфортного размещения. Отметим, что сейчас в регионе в специализированных учреждениях проживают более 1000 людей с ментальными нарушениями. И задача проекта заключается в том, чтобы адаптировать их к самостоятельной жизни и дать возможность реализоваться. Проект сам по себе должен предоставить альтернативу проживанию в интернате. Это сопровождаемое проживание, то есть проживание в квартирах под наблюдением наших специалистов, но, конечно, это в корне отличается от интернатного проживания. Проект мы начали совместно с госкорпорацией ВЭБ-РФ, это бывший Внешэкономбанк. Они нашли нам инвестора, и инвестор, то есть без бюджетного финансирования, за счет инвестора мы в течение 3 лет должны испытать эту технологию. Если проект окажется успешным, мы посчитаем, что это достойная альтернатива интернатам, то начнется финансирование с республиканского бюджета. Проект один из первых в Российской Федерации. Сейчас по нашему пути идут уже следом Хабаровский край и Челябинская область. Они уже приезжали сюда, посмотрели наш опыт и должны внедрить такую же технологию у себя. Студенты СВФУ проявляют активную гражданскую позицию. По учебным корпусам университета проходят профилактические рейды в рамках общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Акция направлена на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни среди студентов и продлится до 29 октября. Студенты могут, позвонив на горячую линию, сообщить о подозрительных людях, которые могут быть связаны с продажей, хранением, транспортировкой наркотических средств и о любой информации, связанной с незаконным оборотом запрещенных веществ. Номер телефона горячей линии вы видите на экране. Линия работает с понедельника по четверг с 9 часов утра до 17 часов по якутскому времени и в пятницу с 9 часов утра до 16 часов. Якутские стартаперы Петр Лукачевский и Егор Мандаров стали резидентами Московской школы управления Сколково. Для молодых ученых это возможность продвигать свой новый проект «Фрипласт», который занимается изучением и созданием нового незамерзающего материала. Новую технологию можно использовать для резиновых изделий автомобиля и промышленных устройств. После апробации изделий в различных, в том числе промышленных компаниях, изобретатели планируют продвигать свои разработки не только в регионе, но и выйти на международный уровень. Проект реализуется совместно с Арктическим инновационным центром при Северо-Восточном федеральном университете. У нас очень много интересных, как говорится, кейсов и экспериментов проводили не только на машинах, получается, обычных обывателей, как говорится, нас, да, но и на больших промышленных машинах тоже. И данные очень положительные. В столице республики появилась новая прогулочная зона, которая расположилась в районе Теплого озера. Идея была предложена победителями деловой городской игры «Мэр-2020». Реализовать ее получилось по программе поддержки местных инициатив. Сквер оснащен скамейками, качелями, пандусом для маломобильных граждан и урнами для раздельного сбора мусора. Также в сквере установлен арт-объект, который транслирует бережное и осознанное отношение к окружающему миру. В скором времени здесь появится стоянка для велосипедов. Идею такого сквера предлагали еще студенты во время воркшопа. Студенты, архитекторы, инженеры, и мы решили объединить наши усилия. И вот концепцию сквера молодежи большого мы совместно с нашей идеей арт-объекта, такого сквера, который бы обозначал осознанное, ответственное отношение к окружающему миру,
мы объединили и реализовали с нашим архитектором-дизайнером молодым Викторией Минаевой. И потом на территории управы округа мы решили выбрать все-таки берег нашего теплого озера, который очень любит наша молодежь. Я сама закончила наш университет федеральный, и это место считается знаковым, символическим. Также здесь, например, будет еще скоро открываться и сквер выпускников, то есть сквер молодежи, сквер выпускников, и еще, по-моему, в следующем году планируют сквер влюбленных открывать. На этом наш выпуск завершен. До встречи.